Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на семинаре с онлайн-трансляцией «Школа. Социокультурный центр села». Участники нашего семинара сегодня — это Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной деятельности Коми Республиканского института развития образования, Юранева Людмила Григорьевна рядом со мной, заместитель директора по научно-методической работе Выльгородской средней общеобразовательной школы номер 1 Сыктывдинского района, и Печеницына Екатерина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пашгинской средней общеобразовательной школы Сыктывдинского района. Веду сегодня семинар я, Рочева Ирина Владимировна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности КРИРО. Сегодня на нашем семинаре мы расскажем об итогах республиканских конкурсов «Лучшая сельская школа» и топ-10 сельских школ. Наши гости поделятся опытом своей работы. И вторым вопросом у нас сегодня профориентация школьников. Ну и вопрос, который задают очень многие: какой должна быть современная сельская школа? Возможно ли что-то изменить в ней уже сейчас? И как это сделать? Сельская школа занимает особое положение в структуре села. Это гораздо больше, чем просто школа. Это явление культурное, социальное, экономическое, потому что она во многом определяет жизнь села и во всяком случае сильно влияет на нее. Чтобы определить лидеров среди сельских общеобразовательных организаций, имеющих высокий творческий потенциал и обеспечивающих качество и доступность образования, в Республике Коми проведены республиканские конкурсы «Лучшая сельская школа» и «Топ лучших сельских школ». В республиканском конкурсе «Лучшая сельская школа» принимали участие муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в деревнях, селах, поселках городского сельского типа на территории муниципальных районов и городов, городских округов Республики Коми. Конкурс проводился с целью поддержки общеобразовательных организаций, функционирующих в сельской местности, формирования образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования. И при просмотре конкурсных работ компетентное жюри оценивало создание условий в первую очередь для обеспечения комфортной и безопасной образовательной среды. Также оценивались качественная подготовка обучающихся в соответствии с установленными требованиями, воспитание и социализация обучающихся и выявление развития одаренных детей. В работах представлена информация о профессиональном развитии педагогических кадров, функционировании современной информационно-образовательной среды и развитии системы социального партнерства общеобразовательной организации. И по итогам конкурсного отбора лучшей сельской школы в Республике Коми в 2019 году признана Выльгородская средняя общеобразовательная школа номер 1 Сыктывдинского района, директор школы Блякова Ольга Юрьевна. У нас с вами сегодня в гостях Людмила Григорьевна, которая расскажет, как же они достигли таких результатов. Всем здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Ну, хочется начать с того, что история нашей школы очень давняя. В 2019 году нашей школе исполняется 173 года. И в настоящее время в нашей школе работают 53 квалифицированных педагога. Из них 14 педагогов являются победителями приоритетного национального проекта образования. Надо сказать, что школа – это участник всех инновационных процессов, которые происходят в образовательной области. Если считать, то с 1990 года школа выпустила 27 учащихся с золотой медалью и 14 учащихся с серебряной медалью. В 2011 году мы тоже выиграли вот этот большой конкурс республиканский «Лучшая сельская школа 2011». И вот в этом 2019 году школа тоже стала лучшей, победителем, первое место лучших сельских школ 2019. В прошлом году школа явилась тоже победителем школ топ-10 лучших сельских школ. Ну, как я уже сказала, школа – это инновационные процессы.
это высокая квалификация педагогов, это наши победители, грандисты, это гордость наша, это наши ученики. Очень важным считаю, что школа является стажировочной площадкой уже второй год по республиканскому проекту «Эффективная школа». В прошлом году мы обучали 4 сельских школы, в этом году у нас 3 сельских школы. Ряд вебинаров, семинаров, которые были организованы для наших коллег, проходили как на базе нашей школы, так и на базе управления образования. Ну вот, в принципе, все, что я могу сегодня сказать, чем мы можем похвастаться. Людмила Григорьевна, большое спасибо. Благодарим вас, что вы приняли участие в семинаре сегодня. Желаем успехов, да, в следующих конкурсах. Радуйте нас как можно чаще. Спасибо вам большое за выступление. Спасибо. До свидания. До свидания. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте «Профессиональные конкурсы». А я приглашаю к нам Печеницыну Екатерину Александровну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Пашгинской средней общеобразовательной школы Сыктывдинского района. Ну и несколько слов о конкурсе «Топ лучших сельских школ». В конкурсе приняли участие 9 общеобразовательных организаций из 8 муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов. Представленные участниками работы оценивались по следующим показателям. Участие школьников в школьных, муниципальных и всероссийских олимпиадах. Также оценивалась результативность их участия. Дальше участие школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способности к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, научно-познавательской, инженерно-технической, изобретательской, технической, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Внимание уделено участию обучающихся и педагогических работников в проектах образовательного центра «Сириус», а также общественных движениях. В нашем семинаре сегодня присутствует Екатерина Александровна, которая поделится опытом работы своей школы. Екатерина Александровна, вам слово. Да, всем добрый вечер. Я думаю, что работу, которую выполняет школа, она везде одинакова, да, и критерии, по которым оценивался этот конкурс, я думаю, что все школы проходят через и через олимпиадные работы, да, и через какое-то творчество. Хочу сказать, что почему мы вообще приняли участие, да, в данном конкурсе. Наверное, не нужно бояться принимать участие в таких конкурсах, да, таких масштабов. Мы приняли участие в этом конкурсе после того, как провели анализ своих результатов, да, и мы увидели, что действительно у нас есть рост, у нас есть динамика, и нам есть что показать, да, и мы решили, что нужно попробовать, и результат, у нас все получилось в результате, да. Мы являемся одним из победителей этого конкурса. Но, конечно, это очень тяжелый, кропотливый труд воспитывать учеников, да, чтобы он стал современным и успешным гражданином России. Нужно приложить очень много труда, да, и учительского труда. И, может быть, даже мы и скажем, что нам повезло, что мы работаем в сельской школе, потому что немаловажную роль играют, конечно же, для формирования личности это родители, да, которые нам очень помогают в нашей работе, не только в учебной деятельности, но и, конечно же, в воспитательной работе. И сегодня немножечко мне бы хотелось поделиться таким опытом, да, именно по воспитательной работе, остановиться более подробно, да. И вот посмотрите, пожалуйста, какая работа у нас ведется. Я немножечко вам прокомментирую то, что вы сейчас увидите.
Очень большое внимание в нашей школе, конечно же, уделяется спорту, да, развитию физических каких-то способностей учащихся. Каждое утро у нас проводится зарядка. Не только для младших школьников, как вы это можете видеть, да, но в зарядке принимают участие все учащиеся. Также у нас проходят различного рода соревнования. Как вы видите, привлекаются не только учащиеся нашей школы, да, но и также учителя принимают активное участие и сотрудники школы в разных мероприятиях. Ну и, конечно же, очень отрадно, что в нашей школе сохраняются традиции. И каждый год, ежегодно у нас проходят традиционные мероприятия, такие как эстафеты военизированные, зорнички, да, где учащиеся проявляют свои физические способности. Как раз сейчас вы видите зорничку среди начального звена, которую проводят у нас старшеклассники для малышей. И ребятам это очень-очень нравится. Они очень активно принимают участие. Ребят постарше другие конкурсы, Да, да? да. Эстафеты. Да, они здесь уже более они такие, да, военизированные, скажем, да, для того, чтобы пройти какие-то испытания. На свежем воздухе все Все проходит очень проходит у нас, хорошо. да, на свежем воздухе. Ну, есть, конечно, те, которые проходят у нас в спортзале. Вот, увидите сейчас педагоги нашей школы, да, Очень приятно. которые тоже соревнуются между школами, между педагогами дополнительного образования. Такие у нас происходят дружеские встречи, и не только вот эстафеты, но и какие-то волейбол, да, у нас есть. Ну и, конечно же, не обходится, как я уже говорила, без семейных праздников, да. Родители принимают активное участие и в спортивной школьной жизни, и в учебной деятельности, да. Вот вы можете увидеть. Конечно же, ребятам очень и очень приятно, когда их родители, да, вместе с ними участвуют в каких-то соревнованиях, и, конечно, это сплочает и детей, и родителей, и школу, кстати говоря, да? Да, мы говорим как раз о центре социальном, да, социокультурном. Как раз вот вся здесь работа. Ну и сейчас бы тоже хотелось показать еще один, да, такой ролик. Здесь мы можем увидеть о том, какую работу мы проводим именно вот в социальной сфере, да. Наши ребята, у нас в нашей школе создана РДШ, где есть юность у нас, да, которые, это такие активисты, активные дети, которые участвуют в различных социальных акциях, да, проводятся, социальных, ну, являются волонтерами, помогают людям с ограниченными возможностями, помогают людям, которые остались без попечения, да, вот взрослые люди, взрослое население. Им это очень нравится, участвовать вот в этой социальной жизни. Я считаю, что это очень и очень, ну, хорошо, что наши дети откликаются, потому что в данное время в нашей жизни все-таки уделяется очень много, ну, каким-то там техническим, да, моментам, все в интернете, да, как-то это все
Это, конечно, тоже очень хорошо, но не нужно забывать, что у нас есть те, которые ждут от нас поддержки, помощи, да, и в волонтерской деятельности у нас участвуют не только учащиеся, но и учителя. Мы тоже их задействуем как-то. И Мгм. Спасибо. Вот еще экологические акции, да, проходят? да, у нас есть разнообразные, да, не только социальные, экологические, уборка территорий, да, ухаживаем за памятниками. Мгм. Все-таки нужно приучать детей к добру, да, 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 согласна с вами. чтобы они творили, жили во благо всем остальным, другим, да, мы помогаем малоимущим семьям, детям. Мгм. Также, вот вы видите, да, акция помощи приюту у нас проходила, Забота о животных, да? забота, да, о животных. Молодцы какие. Мгм. Это Великая Отечественная война, ветеранов осталось уже не так много, поэтому вот. Добровольчество – это клей, который держит нас вместе. Знай, лучший способ сохранить память о добрых делах – повторять их. Помни, тот, кто ничего не делает для других, ничего не делает для себя. Будь уверен, если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением. Не забывай, лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие. Мгм. Да, ну и, конечно же, в нашей школе не обходится и без инновационных каких-то технологий, да. И с этого года наша школа участвует в проекте, который называется «Точка роста» и реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования. Ребята изучают предметы технологии, информатика, ОБЖ на новом учебном оборудовании. После уроков дети посещают занятия цифрового, естественного, технического, гуманитарного профиля, а также учатся играть в шахматы или создавать собственный медиапроект и продукты. В центрах образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» школьники учатся работать в команде. Все это позволяет сформировать новые компетенции у подрастающего поколения. И буквально на прошлой неделе у нас закончилось, у нас был такой проект сейчас, да, мы сотрудничаем с мобильным парком, Кванториумом, да, который приезжал, вот первый заезд у нас был, вот закончился на прошлой неделе, они 2 недели у нас проводили занятия технологий, да, и также продолжали работу еще после обучения, то есть на доп. Образовании, да. Сейчас очень актуально. Да. Кванториум. И мы работали по 2 направлениям. Это промышленный дизайн и робототехника. Детям очень-очень это нравится, потому что это новые технологии, современные, да. В И, городе давно, а на селе там да. не знакомятся сейчас с этим. Да, ему это очень нравится. У нас, конечно, тоже есть как доп. Образование робототехника, да, но это немножечко другое, все-таки уровень немножечко другой, да, и детям, конечно, было очень-очень интересно, им очень понравилось, и у нас еще ожидается еще 2 заезда, и мы даже пришли к такому соглашению, что приедем к ним в гости, да, сюда уже непосредственно в город Сыктывкар, они нас примут, проведут какие-то еще дополнительные мастер-классы, потому что у них не только 2 направления, есть еще некоторые направления, которые нам еще не продемонстрированы, да, и Покажут, да, и вот они обещали нам тесно с нами сотрудничать. И что немаловажно, каждый учащийся, который пройдет через Кванториум, да, в конце года должен будет защитить какой-то свой проект, что, конечно же, необходимо сейчас в каждом классе, в конце класса, да, это защита проектов. Поэтому мы убиваем здесь 2 зайцев, да? Получается, что так. Да, и нам вот в этом плане, конечно, очень повезло, что на нашей базе реализуется такой проект, да, и что мы непосредственно стали участниками этого проекта. Ну и еще хотелось бы сказать, отметить о том, что в рамках районного педагогического марафона с 2018 года наша школа является стажировочной площадкой по
ориентационной работе. Да? Ну, хотелось бы немножечко поделиться тем, как же проходит наша работа. Ну, в первую очередь, конечно же, мы участвуем в различных проектах, таких как Проектория, да. Сейчас в этом году мы участвуем в проекте, который называется «Билет в будущее». Наша школа зарегистрирована там, да, и наши участники тоже зарегистрированы в данном проекте, да, и уже мы работаем в данном направлении непосредственно, да, ну это что касается больших таких грандиозных проектов. А какая же работа проводится у нас уже второй учебный год? Мы проводим семинары на базе нашей школы, мы выезжаем на стажировочные площадки в район управления образования, да, когда у нас есть республиканский метод объединения, мы там выступаем, представляем свой опыт, и очень отрадно, что наши учителя делятся своим опытом, да, на этих семинарах и на этих стажировочных площадках, и рассказывают о своем опыте, показывают, да, как это можно сделать, не только посещая ярмарки профессий, да, или на каких-то сайтах, да, заниматься, но это все можно делать, конечно же, и во время обычных уроков, да, и в учебное время, и в урочное время. Мы вставляем обязательно профориентационную работу, выполняем проекты, да, по профориентации. Ну и, конечно же, работа проводится и во внеурочное время, это доп. Образование. Очень активно у нас участвует школьное лесничество, да, где мы тоже проводим профориентационную работу, очень тесно сотрудничаем с лесничеством Сыктывдинского района. Ну и, конечно же, мы не можем обойтись без наших родителей, да, которые, да, участвуют у нас во внеклассных мероприятиях. Это классные часы с участием родителей, где они очень вкусно рассказывают о своих профессиях, да, и были у нас даже такие родители, которые рассказывали не просто как-то вот, но еще и показывали, и дети поучаствовали в процессе, да, окунулись прямо в профессию. У нас были, это родители рассказывали о профессии повара, да, о профессии художника, да, театральные были у нас представления, С да, мастер-классами, да, с наверное, мастер-классами выходили, это было очень здорово, очень увлекательно. Ну и, конечно же, полезно было очень. Почему? Потому что приятно детям видеть своих родителей в школе. Да, ну и, конечно же, они более заинтересованы, когда их родители приходят, да, и Да, работают. гордость родителей. Конечно, да. Поэтому вот работа это у нас поставлена, ну я так считаю, что она поставлена на должном уровне, да, и имеет свои плоды, потому что выпускники нашей школы определяются с профориентацией, да, и они поступают именно в том направлении и выбирают 10-11 класс именно те профили, куда они потом и поступают, и учатся, и выпускаются, и приходят к нам в село обратно, да, работать. И есть даже такие студенты, которые приходят уже получив образование и работают, да, и приходят с мастер-классами также, да, учат наших детей как-то, настраивают их на новый лад, да, чтобы они правильно выбрали свой путь, потому что это очень важно, выбрать правильно дорогу, да. Ну вот. Екатерина Александровна, очень хорошо и очень приятно услышать о том, какие у вас результаты и опытом работы вы поделились сегодня еще и в профессиональном плане, в плане профориентации. Это, собственно, второй вопрос, который мы сегодня хотели бы осветить. Большое вам спасибо. Мы будем надеяться на еще не одну встречу с вами, да, где будем делиться опытом работы и поможем всем остальным. Как же сделать так, чтобы жизнь в сельской школе была очень интересной? Спасибо большое. Мы продолжим нашу с вами встречу. И скажу вот о чем. Первое место в рейтинге республиканского конкурса топ лучших сельских школ заняло муниципальное образовательное учреждение Юдвинская средняя общеобразовательная школа Удорского района, директором которого является Слободенюк Ирина Анатольевна. Это школа малокомплектная в поселке сельского типа Удорского района.
социальная организация, которая является островом села, обеспечивающим его устойчивое социальное развитие. Благодаря ей останавливаются такие негативные процессы, как миграция и в конечном итоге вымирание самого села. Социокультурных организаций в поселке нет, поэтому им сложнее, да, в плане мероприятий. Школа является социокультурным центром, единственным местом, где собирается весь поселок во время проведения праздничных мероприятий, встреч с населением, собраний жителей поселения. И задачей школы является сохранение школы как единственного градообразующего учреждения. В школе создана культурно-образовательная среда, где ученик может попробовать себя во многих качествах, где его хорошо знают, заинтересованы в его развитии, могут помочь ему с самоопределением. Работа социокультурного центра помогает согласовывать действия всех сторон, участвующих в общеобразовательном процессе, для успешного решения поставленных задач. Таким образом, школа, как социокультурный центр села, вот именно Йодвинской школы, да, дает возможность максимально развивать способности каждого ученика. И предлагаем вам сейчас видеоролик о Йодвинской средней школе. Муниципальное общеобразовательное учреждение Йодвинская средняя общеобразовательная школа – малокомплектная школа в поселке сельского типа Йодва Ударского района. Это социальная организация, которая является островом села, обеспечивающим его устойчивое социальное развитие. Благодаря ей останавливаются такие негативные процессы, как миграция и вымирание самого села. Весь наш педагогический коллектив старается сделать обстановку домашней, доброжелательной, чтобы дети шли в школу с удовольствием, уверенные в том, что в школе их поймут, дадут нужный совет, помогут в непростой ситуации, подскажут верную дорогу. Наша модель социокультурного центра представляет собой социально-педагогическую социокультурную систему, создаваемую для обеспечения более полноценного образования и разностороннего развития детей и молодежи, а также для вовлечения в образовательно-воспитательные процессы взрослых, реализующие программы общего образования, программы дополнительного образования и обладающие разветвленной сетью внеклассных занятий в системе дополнительного образования – музыкальное, спортивное, художественное, а также материальной базой, позволяющей использовать в процессе образования и воспитания современные технологии. В школе создана система образования и воспитания, где ученик может попробовать себя во многих качествах, где его хорошо знают, заинтересованы в его развитии и могут помочь с самоопределением. Таким образом, создается педагогическая ситуация развития, необходимая каждому ребенку. Это значит, у школьника появляется возможность проявить себя не только в учебной сфере, но и в любой другой – сфере декоративно-прикладного творчества, художественном творчестве, спорте, туризме и многом другом. Мы совершенно убеждены, что основной критерий успешности – это критерий, характеризующий успешность личностного развития и социализации ребенка. У нас в школе есть правило – ребенок – главный человек в школе. Общими силами педагогов, родителей, детей создается эстетически привлекательная образовательно-культурная среда. Одна из главных задач образовательного процесса – это совместное облагораживание окружающего пространства, включая благоустройство школы и поселка. Наша школа ориентирует на организацию наиболее значимой системной деятельности по изучению истории и традиций своей школы, малой и большой Родины, памяти погибших защитников Отечества. Основными формами работы являются учебная деятельность по предметам, система классных часов, нетрадиционных уроков, работа кружков и секций, система мероприятий библиотеки, тематические вечера и концерты, трудовые, экологические и благотворительные акции,
уроки мужества, вахта памяти, развитие волонтерского движения, акции милосердия, спешите делать добро, работа школьного спортивного клуба «Прометей», профориентационная работа и многие другие формы. Таким образом, школа, являясь социокультурным центром, дает возможность максимально развивать способности каждого ученика, формировать физически здоровую, творчески мыслящую, духовно богатую личность, обладающую прочными базовыми знаниями, ориентированную на высокие нравственные ценности, интегрированную в систему национальной мировой культуры, способную в последующем на участие в развитии общества. Находиться в постоянном поиске, развиваться самим, помогать развиваться другим – наша жизненная кредо. Мы переходим ко второму вопросу. Это профориентация школьников. И слово для выступления сегодня предоставляется проректору по образовательной деятельности Коми Республиканского института развития образования Марине Анатольевне Гаповой. Марина Анатольевна, вам слово. Екатерина Александровна уже затронула тему профориентации школьников на селе, как они с этим работают по этой теме. И сейчас в продолжении этого Марина Анатольевна. Спасибо, Елена Владимировна. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы хотим вам рассказать о тех информационных ресурсах, которые вы можете использовать для организации профориентационной деятельности в своих образовательных организациях. На сегодняшний день их достаточно много, очень интересный контент есть на этих ресурсах, и об этом мы сегодня вам расскажем. Прежде всего, конечно, вам необходимо просто познакомиться с таким ресурсом, как «Атлас новых профессий». Этот атлас расположен вот по этому адресу. И в этом атласе вы можете найти информацию обо всех новых профессиях. Да, вот, и также есть рекомендации по формам организации профориентационной работы с использованием этого атласа. Также в разделе «Игры и практика» вы можете найти различные инструкции, как организовать, например, профориентационные уроки, внеклассные мероприятия и другие формы организации профориентационной работы. Портал Проектория. Наверняка многие из вас принимают участие во всероссийских открытых уроках, организуемых на этом портале. Если вы еще к этому не подключились, то мы вас к этому призываем, приглашаем. Очень интересные формы организации деятельности также на этом портале предлагаются. В частности, показан у нас здесь раздел «Проектные задачи». Ребята могут подключаться к решению разнообразных проектных задач из различных сфер жизнедеятельности человека и решать эти задачи в командах. Платформа «Билет в будущее». На этой платформе регистрируются как отдельные участники, так и школы, и родители. И также на этом портале есть сообщества региональные. Да, то есть Республика Коми здесь уже зарегистрирована. Есть у нас региональный оператор в Республике Коми. И школы подключаются непосредственно уже вот к этой нашей региональной команде. Также мы видим, да, что здесь участвуют и педагоги-навигаторы, и наставники участвуют. То есть тоже очень интересная организация работы на данном портале представлена. Платформа «За собой». На этой платформе вы можете найти разнообразные видеоматериалы о различных профессиях. Вы можете найти информацию о том, как организовать работу в регионе. Всероссийская профдиагностика также на этой платформе проводится. То есть вы можете к этим проектам также подключаться. Рекомендую также вот такой портал, который называется профвыбор.ру. Это электронный музей профессий. Здесь представлена информация о тех профессиях, которые сейчас существуют. Есть также информация о новых профессиях, которые появятся в ближайшее будущее. Это и видеоролики, это и интервью представителей этой профессии. Также здесь можно просмотреть различные мультфильмы. Этот портал, он разработан для московских школьников, да, поэтому для них предлагаются различные экскурсии на предприятия. Вы можете просмотреть видеозаписи этих экскурсий. Также на портале организуются разнообразные конкурсы. И каталог профессий очень обширный, также на этом портале вы можете найти.
Платформа «Профориентатор». На этой платформе представлены также описания различных профессий. Вот мы видим, например, SMM-менеджер, авиадиспетчер и другие профессии. Есть каталог, по которому вы можете осуществить поиск необходимой вам профессии и прочитать информацию об этой профессии, посмотреть видеоролики. И также на этой платформе представлены профориентационные тесты. Вы можете пройти их бесплатно. Очень интересный портал Smartia. Проект, который направлен на знакомство с профессиями и нужными для них умениями. То есть не только мы знакомимся с профессиями, но и понимаем, что необходимо для того, чтобы этой профессией овладеть. Здесь вот тоже мы видим новые профессии. Пока это в основном профессии в сфере цифровых технологий, IT-технологий, вот веб-дизайнер, переводчик с английского, SMM-специалист, веб-аналитик и другие профессии. Тоже можно о них найти информацию и также пройти тестирование и прочитать разнообразные статьи. Платформа InTalent. Здесь представлено также много возможностей получить информацию о различных профессиях, связаться с работодателями, получить информацию о тех вузах, которые готовят по данным профессиям. И также представлена тест-игра, с которой вы можете непосредственно поработать. Также интерес вызывает платформа Navigatum. На этой платформе представлены материалы для занятий учеников различного возраста, начиная с дошкольников, да, и заканчивая студентами, а также сотрудниками предприятий. Да, то есть непрерывное обучение реализуется на данной платформе. И также здесь можно заказать различную профориентационную сувенирную продукцию, которая поможет вам реализовать те методические идеи, которые предлагаются разработчиками платформы. Интересный портал кембыть.дети. Здесь представлены рекомендации по выбору профессии, по выбору вуза и факультета и понимание ресурсов личности. Да? То есть здесь можно получить бесплатные консультации, пройти тестирование и приобрести полный отчет уже за определенную оплату. Проект «Образ жизни». Этот проект, его девиз мы видим, да, представлен. Мы верим, что выбирают не профессию, а образ жизни. Этот выбор происходит не единожды, а на протяжении всей жизни. Мы создаем среду для новых жизненных экспериментов. И вот действительно на этой платформе представлена эта среда для новых жизненных экспериментов. Есть различные программы. Вот, например, программа «Своя история», образовательная программа для школ, в рамках которой педагоги и психологи проходят обучение и проводят встречи с интересными людьми из различных областей. То есть здесь можно пройти онлайн-обучение, получить доступ к онлайн-базе и организовывать мероприятия в своей школе. Проект «Профилум». Здесь представлена интересная разработка, технология выявления и развития талантов, основанная на психометрике, изучении биографии и поведения. Также можно здесь пройти тестирование и получить рекомендации по выстраиванию своей профессиональной траектории. Портал Учеба.ру. На этом портале, это московский тоже портал, можно пройти и тесты профориентации, и узнать о различных популярных профессиях, и найти информацию о тех вузах, которые готовят по данной профессии. Ну и, конечно, мы очень рекомендуем нашу последнюю разработку. Это справочник абитуриента Республики Коми. Мы летом его создали, запустили в эксплуатацию. Здесь представлена информация обо всех профессиях, подготовка по которым ведется в наших образовательных организациях. Можно найти информацию по алфавиту о профессии, да, можно выбрать уровень образования, бакалавриат, магистратура, специалитет, среднее профессиональное образование и так далее. Также на портале можно задать город, да, в котором вы хотите учиться. Поиск ведется и по городам, и там можно увидеть, какая образовательная организация на какую профессию учит. Представлена карта профессий и специальностей. И очень интересно, что здесь представлены востребованные профессии. То есть это профессии из списка ТОП-50 и те профессии, которые вошли в список так называемый ТОП-регион.
Все очень интересный портал. Обязательно знакомьтесь с ним и подключайте своих ребят, да, к тому, чтобы они на нем искали информацию необходимую. Портал постоянно обновляется, да, то есть все образовательные организации нам свою информацию направили. Вся информация актуальная, и к новому учебному году также эта информация будет обновлена. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы надеемся, что представленные ресурсы помогут вам организовать профориентационную работу так, чтобы она была интересна не только тем, кто ее организует, да, не только организаторам, но и ребятам, которые непосредственно у нас включаются в эту деятельность профориентационную и получают знания и, конечно, уже какой-то профессиональный опыт. Спасибо. Марина Анатольевна, спасибо вам большое за содержательный материал. Мы будем надеяться, что он очень пригодится всем тем, кто будет заниматься профориентационной работой в школах. Спасибо вам большое. И в заключение нашей с вами встречи хочется сказать следующее. Использование новой модели партнерства, использующей ресурсы культуры, образования, общественных и молодежных организаций, средств массовой информации, интернета, социальных и психолого-педагогических центров, а также депутатов районных собраний благотворно влияют на развитие школы как социокультурного центра. Мы благодарим вас за внимание. До новых встреч. Спасибо. До свидания.